Основные направления деятельности историко-географического общества Дзурдзуки – научное, поисково-экспедиционное, экологическое и взаимодействие с молодежью. Сейчас энтузиасты активно проводят колоссальную работу по сохранению национальной литературы и поиску редких изданий на родном языке. Весь найденный материал в открытом доступе. Широкий круг читателей может ознакомиться с уникальными произведениями сразу после публикации в электронной библиотеке на сайте организации. Ислам Дударов расскажет подробнее. Если вы решите найти во всемирной паутине художественные либо научные произведения на ингушском языке, вы будете приятно удивлены. Хотя в случае с Якубом Гогиевым ситуация была абсолютно обратной. Он с единомышленниками дзурдзуками приняли решение о создании электронной библиотеки. Мы на этой базе начали создавать свою электронную базу книг и вылаживать их в свободный доступ на своем сайте. И когда мы уже более серьезно, плотно занялись всей этой работой, выяснилось, что в сети, вообще в интернете, около 30 книг на ингушском языке. И вот тогда уже мы решили, что более плотно заняться именно в этом направлении. Это были не всегда научные книги. Сегодня в свободном доступе на сайте в электронной библиотеке научная, художественная, детская литература, много трудов ученых о земле, о природе, переведенных на ингушский язык, на кириллице и латинице. Сначала мы на сайт загружали только чисто научную литературу по работе. Потом потихоньку библиотека начала увеличиваться. Сейчас мы перевалили где-то за 1000 книг уже. И чтобы для удобства мы же разбили книги на разделы. Есть некоторые журналы, например, «Альманах Лауман Ири». Откуда же появились эти книги? Над переводом еще в начале 20 века трудилась целая плеяда ингушских ученых. На нашем языке произведения появлялись в среднем в течение 10 лет после выхода оригинала. И продолжалась эта работа вплоть до депортации в феврале 1944 года. Итог: большинство книг было утеряно, библиотеки уничтожены, а по количеству переводимых на ингушский язык на прежний уровень мы так и не вернулись. Это огромный труд, это целая команда работала. Что интересно, вот, например, если по датам просмотреть переведенные книги, эта работа продолжалась до 40-го года. Вот если по датам, которые книги у меня есть, именно после 40-го года эта работа прекратилась. И, к сожалению, после возврата с депортации в 1957 году на тот объем работы, который был до депортации, мы так и не вышли. Историко-географическим обществом Дзурдзуки был проделан колоссальный объем работ по поиску этих уникальных книг. Неоднократно делали запросы в большие библиотеки и музеи Москвы и Санкт-Петербурга и, наконец, получили отклик. Надо будет сказать, что это покупка не самих книг, а сканов этих книг. Мы долго с ними вели переговоры, иногда зачастую были отказы. Это полгода назад они ответили, что у них такая функция появилась, и они начали работать. Есть детская литература для детей, есть известные сказки, есть Пушкин переведен, Дубровский, есть Лермонтов переведен, есть научная зарубежная литература. Возможность самостоятельно отсканировать литературу теперь есть и у членов общества. Приобретенная на личные средства техника позволяет работать без вреда для старинных книг и документов. Но для именно этой работы мы приобрели вот этот сканер. Он работает сверху. Я сейчас покажу, как работает. Очень интересная вещь. Она подключается к компьютеру. И мы видим полностью книгу. Нажатие на педаль, вот видите, лазерные лучи прошлись. Эти и другие материалы и книги пополнят электронную библиотеку на сайте историко-географического общества Дзурдзуки. Значимость проводимой активной группой работы в плане сохранения ингушского языка трудно переоценить. Однако, по словам самих же поисковиков, вся эта литература для ее внедрения в массы нуждается в печатном издании. Очень надеюсь, что со стороны государства или, может, какой-то спонсор найдется, все эти книги желательно было переиздать сегодня в бумажном варианте, особенно детскую литературу, чтобы каждый ребенок все-таки мог не в интернете почитать, там, взять эту книгу. Это же все-таки, чтобы почитать в интернете, тебе нужен либо телефон, планшет, компьютер. Ислам Дударов, Ибрагим Погоров, Раиса Хидриева, Вести Ингушетия.